и добыла 3 важных очка. Значит, хочу поблагодарить болельщиков за то, что они приехали. Сегодня большое количество украинских болельщиков присутствовало на стадионе. Было очень приятно. И, конечно, вас, журналистов, за то, что не оставляете команду. Спасибо. Do we have a Finnish journalist here? You have one, so we have one. Eli olen Ukrainan maajoukkueen päävalmentaja Andriy Shevchenko. Haluaisin kiittää kaikkia tästä hienosta ottelusta ja tosi hienoa, että meidän maajoukkue on saanut niin tärkeä 3 pistettä tällä ottelulla. Ja haluan kiittää myös kaikkia kannattajia hienosti, että ne tulivat tänne paikalle. Ja myös haluan kiittää kaikkia toimittajia, että tekin tulitte paikalle. Андрей Николаевич, настрой был максимальный, но чего, по-вашему, не хватало в первом тайме для того, чтобы играть агрессивно так, как играли во втором? Могу вам сказать, не хватало потому что значит, мы оценили физическое состояние футболиста, было видно, что не устал. Поэтому еще раз говорю, их самоотдача сегодня, значит, заряженность на победу, заряженность на результат. Значит, для меня перевесило все критерии полностью какого-то контроля мяча или какой-то тактической схемы. Значит, я знал, что они устали, и я благодарен им за то, что они отдали все свои силы. Toimittajan kysymys oli, että mitä puuttui ensimmäisellä ottelun jaksossa, mitä olisi kaivannut ukrainalainen maajoukkue eniten. Ensimmäisessä jaksossa vastaus oli, Andriy Shevchenkon vastaus oli, että varmaan ei riittänyt voima. Ja olen arvioinut fyysinen kunto, kaikkien pelaajien fyysinen kunto, ja oli selvä, että ne olivat jo vähän väsyneet, mutta siitä huolimatta niillä oli tosi hyvä mieliala. Ne halusivat saada voittoa ja tuloksia, ja sen takia ei ollut otettu huomioon edes mitään taktisia yksityiskohtia, ja minä tiesin, että pelaajat haluavat saada voittoa. Ja siitä huolimatta, että kyllä ne olivat väsyneitä. Порекомендуйте, будь ласка, заміни, чи вони були викликані, чи вони були планові, чи ви по ходу гри вирішили кого замінити? Значит, замены были где-то, плановая замена была на подаче, потому что мы знали, у Селезнева перед этим была травма, значит, я попросил, я разговаривал с ними перед игрой, попросил, чтобы они обои были готовы, значит, я выбрал состава Селезнева. Мы беседуем постоянно разбирался, значит, они обои сегодня принесли большую пользу команде, цеплялись, боролись, значит, Весельин забил мяч. И важно, опять же, то, что для нападающего они дали большой объем работы и зацепились за большое количество мячей. Это что касается, а остальное мы уже смотрели по игре. То есть мы видели, Коваленко подустал. Но, я же говорю, конец сезона, все уставшие, поэтому оценивать состояние. Мы видели на тренировках, мы знали, в каком они состоянии, поэтому уже где-то приблизительно мы знали, где какие игроки немножечко находятся ниже своего нормального физического состояния, поэтому мы готовы уже приблизительно замену. Toimittajan kysymys oli, että olivatko ne kaikki vaihtot suunnitelman mukaisia vai tuliko mieleen välin aikana, että pitää tehdä jotain vaihtoja. Ja vastaus oli, että oli mietitty siitä, että pitää ehkä mahdollisesti Selezneva vaihtaa, koska hän oli väsynyt ja hänen fyysinen kunto ei ollut erittäin hyvin. Ja sen takia me olimme valmiina ja oli mietitty, että Bisetin voi vaihtaa. Ja Bisetin oli koko ajan valmiudessa, mutta ne molemmat voimakkaasti taistelivat ottelun aikana ja tuovat molemmat meille paljon tuloksia. Mutta muutkin olivat tosi väsyneitä, varsinkin esimerkiksi Kovalenko, koska täällä on sezonkin loppu. Mutta silti kaikki pelasivat hyvin. Андрей Николаевич, как вы думаете, к сентябрю Евгений Селезнев в быту и на поле будет менее уставшим? Спасибо. Кто? Евгений Селезнев? А что значит в быту? Я просто
объясните, чтобы я понял. По крайней мере, у меня, по крайней мере, с ним никаких прецедентов не было. Значит, то, что касается быта, было все нормально. Поэтому, то, что по игре, конечно, мы надеемся, что к сентябрю футболисты подойдут в совершенно другой физической форме. Значит, еще раз говорю, приятно, что у них была сегодня правильная мотивация. Вот от этого, значит, без такой мотивации, без такого желания, значит, настроя на борьбу, настроя на игру, я думаю, они никогда не выиграют сегодня при их физическом состоянии. Андрей Николаевич, было ли что-то неожиданное? Переклад, будь ласка, не вступайте до себе. Kysymys oli Seliznovia koskien, että tuliko Seliznov parantamaan jotain kohtia sekä äärissä että pelissä. Ja Andriy Shevchenko vastasi, että minä en ymmärrä, mitä tarkoitetaan. Seliznovilla on kaikki kunnossa sekä äärissä että pelissä. Mutta haluaisin korostaa, että tietysti toivon, että syyskuulla kaikki pelaajat ovat jo paljon paremmassa fyysisessä kunnossa. Mutta se ei ole edes aina tärkeää, vaan se, että motivaatio on korkealla. Ja tänään se motivaatio oli ehkä voimakkain peruste, miksi voimme. Николаевич, такой игры вы ожидали от вашего соперника? Было ли что-то неожиданное для вас, к чему вы не были готовы? Ну, мы ждали, они будут играть два нападающих, они сыграли во много, где-то усилили немножко середину поля. Значит, мы приблизительно знали, они, в принципе, их не игроки находятся, большинство играют у них в чемпионате, он сейчас находится на ходу, значит, они находятся в хорошей физической форме. Поэтому, еще раз, наша задача была это настроиться правильно и использовать наши минуты. Значит, мы приблизительно ждали этой игры от сборной Финляндии. Могу сказать, что она даже где-то превзошла ожидания, потому что они, ну, наверное, больше всего из-за того, что мы не могли уже прессинговать силы. Поэтому у них где-то было преимущество в плане, там, некоторые моменты они хорошо даже контролировали, что эта команда не всегда ехала. Но еще раз говорю, они играли очень хорошо, отдавались, и было видно стремление их не просто сыграть перед своим зрителями, а добиться положительного результата. Поэтому, в свою очередь, значит, для нас это очень хорошо, потому что ребята опять еще были молодцы. Toinen kysymys oli, että mitä te odotitte vastustajan joukkueelta, tuliko jotain yllätyksiä? Vastaus oli, että no, esimerkiksi ajattelimme, että suomalainen maajoukkue pelaa ja käyttää 2 puolustajaa, mutta käytti yhtä puolustajaa. Ja sitten oli ehkä enemmän vahvistettu kentän keskialue. Ja täytyy sanoa, että suomalainen maajoukkue näytti, että hän on vahvempi kuin me jopa ajattelimme. Tietysti siinä pitää ottaa huomioon, että meidän joukkue ei ehkä pystynyt tällä kertaa pressaamaan pelissä, koska ei ollut voimia ja olimme väsyneitä. Mutta sitä huolimatta suomalainen maajoukkue näytti, että ne ovat vahvoja ja niillä on tosi vahva motivaatio. Ja monissa kohdissa ne pystyvät hallittamaan palloa tosi hyvin. In English or what did you say to your players in the halftime break, because Ukraine seemed like a different team after that and Finland kind of vice versa was bad in the I repeat the same things what I said before the game. I said I need you to give me all what you have, because the condition of the player is not 100% where the start season is finished, and I was asking for the players to give 100% of this mental strength and physical strength. But you didn't change anything tactically, or? No, not much, because we was prepared game very well. We know. For me, it was a little bit surprised if they one striker or two, but you know, we know plus minus the team what we come to play against us, and tactically, because the Finland almost never changed the
sometimes that it was good game. Finland played well. He tried in front of these fans. I think Finland played very good game. Микрофон, пожалуйста. Олимпийская арена, журнал, они все заслуживают действительно игроки за отдачу, высшая цель. Я с вами согласен полностью. А вот в игровом плане, как вы считаете, Конопленко сегодня сыграл лучшую игру за этот период или нет? У меня создалось впечатление, что да. А как вы считаете? Я еще раз говорю, я не оцениваю сегодня игру индивидуальных игроков, я не оцениваю ее тактически, я оцениваю ее на мотивационном уровне, потому что для меня было главное, чтобы футболисты дали все, что у них есть, все силы, мотивация была запредельная, значит, я увидел, что они действительно дали все, что они могли на футбольном поле. Невозможно играть, я же говорю, в хороший футбол, когда в таком состоянии находится футболист. Поэтому максимум, что мы сегодня могли выжить, мы выжили с ним. Спасибо. Toinen kysymys oli, että pelasivatko kaikki pelaajat hyvin ja pelasiko varsinkin Konoplanko hyvin. Ja vastaus oli, että minä en arvioi nyt yksittelen kaikkia pelaajia ja enkä halua arvioida peliä myös taktisesti. Ja koska tällä kertaa oli tärkeää, että pelaajat pystyvät näyttämään, kuinka ne voivat antautua täysin peliin. Ja kyllä ne pystyivät siihen. Ja se oli minun päätavoite nähdä, miten motivaatio voi ratkaista tilanteen. Будь ласка. Андрію Миколаївичу, Олег Кудрін, Укрінформ. Коли закінчився перший тайм, ви так емоційно, рішуче, швидко відправились в роздягалку. Можете стисло сказати, про що там йшлося у перерві? Все, что и было перед игрой. Значит, я попросил футболистов еще раз, чтобы они мне дали максимум того, что у них есть. Значит, я сказал о том, что второй тайм нам где-то будет полегче, значит, потому что я думаю, они где-то немножечко подсядут, поэтому если у вас есть силы добавить, добавьте, пожалуйста, то, что они сделали. Toinen kysymys oli, että ensimmäisen jakson jälkeen Shevchenko lähti nopeasti pukuhuoneeseen, mitä hän sanoi sitten, mistä oli puhuttu pukuhuoneessa. Pukuhuoneessa oli Andriy Shevchenko pyysi kaikkia pelaajia antautumaan täysin ottelun ja sijoittaa mahdollisimman paljon kaikkia voimia pelin saadakseen voittoa. Дякуємо. Побачимо. Андрей Николаевич.